З нами на зв'язку є Айдар Азаматов, захисник, адвокат Едема Смаїлова, одного із затриманих сьогодні, якого підозрюють, тобто затриманого за підозрою в участі в діяльності організації «Східбут ат-Тахрір аль-Ислами». Добрый вечер. Слышно ли нас? Айдар. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Айдар, салям алейкум. Айдар, какая сейчас ситуация? Какая сейчас ситуация с задержанными? Ситуация следующая. Они находятся в ФСБ. Обоих привезли в здание ФСБ на бульваре Франко, 13. Им инкриминируют якобы участие в организации «Схидбут ат-Тахрир». Это часть 2, 205.5 Уголовного кодекса. И такая информация, что это не новая группа, которую обычно тут, привыкли в Крыму называть, каждый раз, когда проводят обыски. Этих двух ребят хотят добавить уже в существующую группу по Бахчисараю. Это 6 человек, которые были задержаны еще в октябре 2017 года. И они находятся сейчас в СИЗО уже на протяжении 7 месяцев. Следственные действия проводит ФСБ по ним. Мы как защитники, скорее всего, не сможем участвовать в защите именно их, потому что мы уже участвуем в этом уголовном деле, защищаем интересы других ребят. Но мы уже связались с другими адвокатами, которые находятся там и представляют их интересы и осуществляют их защиту. Хотел бы сказать по поводу грубейших нарушений. Ни меня, ни Эмиля Турбединова в жилище наших подзащитных так и не пустили. Особенно это было как-то грубо выглядело, когда я потребовал пройти к Эдему Смаилову, так как с ним в доме находились 3 его детей, 12, 16, 18 лет. Жену не пускали, бабушку этих детей также не пускали, на что сотрудники правоохранительных органов сообщили мне, что мне нельзя туда заходить, там все в порядке, никакой угрозы там нет. Но когда мы после обыска зашли домой, мы видели, как все было перевернуто вверх дном, вещи просто раскиданы были по всему дому, дети были, мягко говоря, в психологическом стрессе таком, что их отца забрали, и порядка 6 утра, представьте, 6 утра до 2 часов, если я не ошибаюсь, дня, их там держали, не знаю, давали ли им там кушать, пить, под вопросом, но они были подавлены, они были испуганы, и они не могли долго объяснить, что там произошло. Только старшая дочь могла так пояснить, какие были действия со стороны правоохранителей. И старшей дочери запрещали общаться с младшими, потому что она общалась с ними на крымско-татарском языке, а это раздражало правоохранителей. И они прям давали ей указания, чтобы она просто молчала и ничего не говорила. То есть истерика была у детей, она пыталась их успокоить, а правоохранители вместо того, чтобы дать возможность успокоить их, они наоборот запрещали ей это делать. Мы считаем, что это грубейшее нарушение вообще любых законов и любых там правил и канонов юриспруденции. Потому
потому что, ну, так проводить обыск в такой ситуации, ну, просто недопустимо, это бесчеловечно. Айдар, я правильно понял, что вот дело двух задержанных Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, их дело будут приобщать к другим делам, так? И будет одно общее дело. Группе Салиева и Да, Марлена. да, это уже будет называться Бахчисарайская не шестерка, а Бахчисарайская восьмерка, скорее всего. У меня, Айдер, Достом, у меня Да, такой Тимур. вопрос. А откуда эта информация и что послужило основанием? Что-то они в период следствия по нашим ребятам, вот этим 6, что-то выявили? Или кто-то настучал, что еще не всех добрали? Дело в том, что по материалу там, ну, и в мечети там прослушивали, или аудио там какое-то было. Их Упоминали? прослушивали в мечети. И там было много людей. И следствие даже в самом постановлении о возбуждении в уголовном деле указывало, что вот такие-то, такие-то, такие перечисляют, и другие неустановленные лица. Так вот, ну, я думаю, что они, установив 6, продолжали дальше работать по установлению других лиц. Прям прописано было в самих процессуальных документах другие неустановленные лица. По поводу настучал, не настучал, ну, у меня нет такой информации, что кто-то там сказал про них. Скорее всего, они прослушивали аудиозаписи, которые там велись, и каким-то образом, скорее всего, устанавливали, кому они принадлежат. Я так думаю. Дуже дякую.